лет назад, в мае 1976 года, была создана Московская Хельсинская группа. Общественная группа содействия выполнению Хельсинских соглашений в СССР. Селям алейкум, азиз достлар. Московская Хельсинская группа – старейшая из ныне действующих в России правозащитных организаций. Тогда, 4 десятка лет назад, Московская группа содействия выполнению Хельсинских соглашений в СССР заявила о своем создании. Случилось это 12 мая 1976 года. В заявлении, переданном западным корреспондентам в Москве, сообщались имена и адреса основателей группы и ее руководителя, профессора физики Юрия Орлова, и разъяснялись цели группы. 1 августа 1975 года в Хельсинки завершилось совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, в котором принимали участие главы всех европейских государств, за исключением Албании, а также США и Канады. Советское руководство, подписав заключительный акт этого совещания, в том числе приняло на себя обязательство придерживаться международных стандартов в области прав человека. Московские правозащитники Юрий Орлов, Андрей Амальрик, Валентин Турчин, Анатолий Щеранский пришли к идее создания независимых от правительств общественных объединений по контролю за выполнением гуманитарных статей Хельсинских соглашений. 12 мая 1976 года на пресс-конференции, созванной на квартире академика Андрея Сахарова, Юрий Орлов объявил о создании Московской Хельсинской группы. Помимо него в МХГ вошли Людмила Алексеева, Михаил Бернштам, был членом МХГ около 2 месяцев, эмигрировал в сентябре 1976 года. Елена Бондар, Александр Гинзбург, Петр Григоренко, Александр Корчик. Под давлением властей в начале 1977 года он вышел из группы. Мальва Ланда, Анатолий Марченко, Виталий Рубин, эмигрировал в июне 1976 года, и Анатолий Щеранский. МХГ стала принимать от граждан СССР информацию о нарушениях гуманитарных статей Хельсинских соглашений, составлять на этой основе свои документы и доводить их до сведения общественности и правительств государств, подписавших заключительный акт совещания в Хельсинки. В документах группы указывались конкретные случаи нарушений обязательств советского руководства по соблюдению равноправия наций и права народов распоряжаться своей судьбой, свободы выбора места проживания, свободы выезда из стран и возвращения в нее, свободы совести, прав политических заключенных, прав на контакты между людьми, право на справедливый суд. Документы подписывали члены Московской Хельсинской группы, участвовавшие в их подготовке, и те их товарищи по группе, которые были согласны с содержанием данного документа. Все документы группы направлялись по почте в канцелярию Президиума Верховного Совета СССР и в московские посольства стран-участниц Хельсинских соглашений, а также передавались иностранным корреспондентам на пресс-конференциях. Группа выпустила 195 информационных документов и несколько обзоров. Несколько сообщений и заявлений были сделаны совместно с другими правозащитными организациями. Символично, что первый документ Московской Хельсинской группы касался судьбы крымско-татарского народа. Он назывался «О преследовании Мустафы Джемилева». В апреле 1976 года в Омске состоялся суд, приговоривший 33-летнего крымского татарина Мустафы Джемилева, ранее проведшего 8 лет в лагерях, и еще к 2,5 годам лагеря строгого режима. Джемилев обвинялся по статье 190, часть 1 Уголовного кодекса РСФСР за заведомо ложные клеветнические измышления, порочащие советский общественный и государственный строй. Непосредственно в вину Джемилеву ставились его высказывания о национальной политике СССР, именно о положении крымско-татарского народа, депортированного с исторической родины в 1944 году и до сих пор не имеющего возможности вернуться на родину из-за противодействия властей. Правозащитники выразили серьезное беспокойство в связи с состоянием здоровья Джемилева после 8 лет заключения и только что оконченной 10-месячной голодовкой.
Изучив многочисленные материалы, документы, стенограммы, заявления родных Джемилева и его друзей, письма крымских татар, личные свидетельства, группа содействия выполнению Хельсинских соглашений в СССР отмечала. Первое. Осуждение Джемилева полностью и абсолютно противоречит духу и букве гуманитарных статей заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Второе. Необходимо вмешательство международной общественности и правительственных органов, подписавших заключительный акт государств, так как произошедшее нарушение даже советских законов не позволяет распространить на дело Джемилева статью заключительного акта о невмешательстве во внутренние дела, ибо данная статья разъяснена в заключительном акте как уважение законов и порядков суверенных государств, но не уважение беззакония, прикрывающегося фальсификациями. Документ был подписан Юрием Орловым, Михаилом Бернштамом, Еленой Боннер, Александром Гинзбургом и вышел в день памяти о депортации 18 мая 1976 года. МХГ выпустила несколько документов о положении крымских татар. Документ номер 10 констатировал: Крымские татары предпринимают мирные и основанные на законе усилия по сохранению своей нации и культуры. Только за это, и именно за это они подвергаются преследованиям со стороны властей. Наиболее жестокие преследования обрушились на тех, кто пытается вернуться на свою историческую родину. Я знаю, что московская хельсинская группа была создана, и первым документом, первым же номере журнала или бюллетене это был вопрос, поднятый о крымско-татарском положении в общем, и в то же время, в это время шли аресты, продолжались судебные процессы, Мустафу не выпускали, и там освещался вопрос о судебном процессе Мустафы Джемилева. Рассказать о положении, принятых в заключительном акте. И это помогало нам в дальнейшем. Я, например, очень много ссылалась на эту хельсинскую группу. МХГ утверждает, что в данном случае имеет место грубое нарушение свободы выбора места проживания по национальному признаку. В степном Крыму, где постоянно ощущается нехватка рабочих рук и куда местные власти вынуждены приглашать переселенцев из Украины и России, крымские татары встречаются с чрезвычайными препятствиями при нотариальном оформлении покупки дома, прописке и устройстве на работу. Купленные крымско-татарскими крестьянами дома власти разрушают бульдозерами, кормильцев семьи не принимают на работу, даже многодетные семьи выгоняют из домов, оставляя без крова, высылают, а наиболее упорных возвращенцев арестовывают и осуждают на ссылку или лишение свободы. По примеру московской хельсинской группы в 1976-1977 годах были созданы аналогичные группы в Украине, Литве, Грузии, Армении. В январе 1977 года по инициативе Петра Григоренко при Московской хельсинской группе была создана рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии в политических целях. 9 ноября 1976 года создалась украинская хельсинская группа, 26 ноября литовская, в январе 1977-го грузинская и в апреле 1977-го армянская. Надо сказать, что эти группы, в отличие от московской, создавали не участники правозащитного движения, а участники национальных демократических движений в этих республиках. И по-настоящему правозащитной была только литовская хельсинская группа. Ее создал деятель национального и католического движения Виктор Спяткус, но очень умный человек, политзек с огромным стажем к этому времени, и еще за группу получил 12 лет. Он ее создавал вместе
с таким рафинированным литовским интеллигентом Томасом Вецлава, который совсем не был националистом. И поэтому в группу пригласили и священника Гарускаса, и левачку, она не то анархистка, не то что-то в этом духе была, Она Лускайта Пашкена. И эта группа действительно была правозащитная, она всех защищала. С первых дней создания в советской печати началась кампания угроз и клеветы против группы. В феврале 1977 года начались аресты. В Москве были арестованы Юрий Орлов и Александр Гинзбург, затем Анатолий Щеранский и Мальва Ланда. На членов группы оказывали давление, добиваясь их отказа от участия в работе группы и вынуждая к эмиграции. В 1977 году эмигрировали Людмила Алексеева и Петр Григоренко. Однако группа продолжала работу. В общей сложности члены МХГ по приговорам, вынесенным советскими судами, должны были отбыть свыше 60 лет лагерей и 40 лет ссылки. К концу 1981 года на свободе в СССР оставались лишь 3 члена МХГ – Елена Боннер, Софья Калистратова и Наум Мейн. В сентябре 1982 года, после того, как было заведено уголовное дело в отношении Софьи Калистратовой, под угрозой ее ареста было сделано заявление о прекращении работы группы. Когда мы начинали все это дело, нам в голову не приходило, что мы доживем до конца Советского Союза. А кто-нибудь знал, что он рухнет в несколько дней, неизвестно почему. Никто не знал. Ни советологи, ни политики, ни диссиденты. Создание московской хельсинской группы положило начало международному хельсинскому движению, которое ныне состоит из 37 аналогичных правозащитных организаций в 37 странах-партнерах по Хельсинским соглашениям. Эти организации объединены в Международную Хельсинскую федерацию по правам человека, основана в 1982 году Белладжио, Италия. 28 июля 1989 года правозащитники Лариса Багарас, Сергей Ковалев, Вячеслав Бахмин, Алексей Смирнов, Лев Тимофеев, Борис Золотухин провозгласили восстановление Московской Хельсинской группы. К ним присоединились Юрий Орлов, Людмила Алексеева, Кранит Любарский. Председателем МХГ стала Лариса Багарас. В 1994 году ее сменил Кранит Любарский. В мае 1996 года МХГ возглавила вернувшаяся из эмиграции Людмила Алексеева. В ноябре 1998 года она была избрана также президентом Международной Хельсинской федерации. На сегодняшний день Московская Хельсинская группа остается одним из немногих островков, оплотов демократии в стране, где права человека нарушаются ежедневно, а инакомыслие вновь стало преступлением. А потому пожелаем членам старейшей правозащитной организации стойкости и сил. На сегодня я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Sāl nekālas.